объясню, почему я так говорю. Потому что все сейчас стало явно и все обличилось. Никто уже не говорит о том, что забота о здоровье. Потому что любой дурак, я извиняюсь, или уже только ума лишенный не понял, что это абсолютно не то варево, которое нам не предлагают, типа полечить нас. Потому что это эксперимент. И это уже во всех документах написано. Не надо называть это тем словом, которое вы называете. Давайте называть то, как оно и есть. И все прекрасно понимают. А эти люди, они просто с вас смеются. Они, знаете, сидят и думают, да, с этих мышей поиздевались, в клетку посадили, намордники натянули, сделали дистанцию. Что еще впарить? Они ж мыши, они ж все жрут и жрут, все, что им не впаришь. Они ж молчат. 3 коллеги вышло, выступило, остальные сидят, молчат. По жопе тепло в сиденье, и только теплый рядом. И вроде все хорошо, холодильник набитый всяким дерьмом. И они молчат. Поэтому они издеваются, они все прекрасно понимают. В Верховной Раде больше 50% только, чуть-чуть больше, уколотые. И вы же понимаете, эти 50 это купленные усвайцы. Никто там не кололся, там дураков нет. Может, пару дурачков есть, таких как Ляшко, кукол для битья. Вы же понимаете, какой это человек? Вы не видите по его глазам, что он кукла для битья, там вообще нету ничего, там смотришь, пустота. Его сейчас сделали куклой для битья, а потом сделают козлом отпущения. Потому что трибунал не за горами. А мы, ребята, пишем списки. А списки писать легко, потому что все уже обличаются. Тот, кто тупит сейчас за принудиловку, тот первым в список и попадает. Открывайте тетрадки и пишите. Эти списки нам будут нужны, поверьте. Они все ответят. Они все ответят, потому что им было удобно управлять этими мышами и королями. А теперь стало неудобно, потому что мыши начинают понимать, что их обманывают. Потому что они начинают понимать, что они люди, не физические особы, не кролики, не живые измененные организмы, а люди. А те, которые уже стали живыми измененными организмами, ну извините, у вас был выбор, и этот выбор был всегда добровольным, и сейчас он есть добровольным. И давайте называть вещи своими именами. Вам сейчас на работе говорят или смерть, или увольнение. Вот такой вам выбор говорят на самом деле. Или смерть, или увольнение. Давайте не будем называть сейчас другими какими-то словами завуалированно. Все это прекрасно понимают уже. Уже сейчас все поняли. Не надо с нас лепить дураков. Мы тут начинаем за какие-то законы. Не работают эти законы. Потому что они патриции, они до себя создали эту конституцию. А да мы физические лица для них в лучшем случае. Понимаете, как это дела обстоят? Им сейчас не выгодно, чтобы люди просыпались и говорили правду друг другу, объединялись. Поэтому нас дальше разделяют дистанции, принудиловка, отойдите друг от друга, локдаун, мы сейчас вас закроем, чтобы вы молчали и не объединялись. Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Вы понимаете, что нам нужно объединяться, не спорить, кто лучше лидер, кто по христианству, а кто по мусульманству, это уже не важно. Не надо тут ходить с иконами рассказывать, это никому не интересно. Эти шаблоны все были созданы, чтобы нас разделять, все. Мы на самом деле Божьи дети, мы и есть боги, и мы сами должны решать, что нам в жизни делать. Правильно Антон Гура сказал, вы что, скот, вам опекун нужен? Вам нужен поводырь или пастырь, как овцам, который их пасет, стрижет, а потом идет на убой идет? Или вы еще не поняли, что те пастыри, которые вас спасут, потом же на убой вас и ведут? Уже все прекрасно все поняли, поэтому хозяин, лидер, пастух нам не нужен. Нам, Божьим детям, не нужен лидер, мы сами себе лидеры. Поэтому давайте будем объединяться. Несмотря на эти все разделения, они сейчас специально будут стравливать и придумывать какие-то иллюзорные причины. Они уже насколько охренели от нашего молчания, от того, что мы молчим и хаваем, что они уже такие законы начали принимать, что на голову не натянешь. Посмотрите последние законопроекты, а теперь они взялись еще и за детей. И хорошо, что взялись, потому что начнется наконец доходить людям и начнут жопу с дивана сдирать. Бутылку пива отставлять в сторону и со своего теплого сиденья снимать свою попу, выключать телевизор и что-то делать.
И хорошо, что в жопу клюнула наконец-то, это хорошо. Потому что теперь у нас есть шанс себя отстоять, что мы не попали в ту ситуацию, в которой сейчас Австралия находится, где уже проводится эксперимент того концлагеря, который будет везде, если мы их сейчас не остановим. Почему 19 штатов губернаторов пошли против президента? Не просрали свою совесть, а пошли против. Почему у нас таких лидеров нету? Или если те, кто есть, у них нету никаких полномочий? Почему я обращаюсь сейчас к мэрам городов? Вы видите, кто тут сидит, прислужники? Тут бесполезно говорить, это пустота сплошная, там нет уже людей в середине. Я сейчас хочу обратиться к местным властям, к мэрам городов. Давайте, не бойтесь, станьте за народ хоть один. Вы же нас поддерживаете, я это знаю, мне люди звонят и говорят. Выйдите, не бойтесь, мы станьте за громаду, мы станем за вас и пойдем вместе, как губернаторы в Штатах не побоялись. И пофиг им то, что им обещают военное противостояние и силовое. И люди поддерживают их, и мы поддержим, уже пора подниматься, потому что мы просрем, как сейчас в Австралии и в Израиле, где уже людям навязывают просто очевидный абсурд, что 3 уже не помогло, чтобы УСВАЙС действовал дальше, надо 4-ю, а то УСВАЙС закроется. Вы понимаете, этот абсурд будет и у нас, если мы будем сейчас дальше сидеть молча. И скоро все потеряют работу, не будет смысла сейчас переживать. Я общалась с заступником нашего мэра, это бесполезно этим людям, которые обычно исполнители, прислужники. Они не понимают сами до конца. Я ему простым языком объясняю, что сейчас, когда будет красная зона, ты, твоя жена, твои знакомые, вы же держите бизнеса, вы же держите рестораны, спа, спортзалы, все же прекрасно понимают, сколько пишете на других людей. Так вот, когда вы примете красную зону, 90% посетителей ваших сюда ходить уже не будут. Все, ваш бизнес станет на колени, вы потеряете все, вы будете сами по мусоркам рыться, неужели до вашего мозга улиточного это не доходит? И не доходит, ребята, потому что ответ был простой, а что мы можем сделать? Все, точка. Намордник снять и все. Самое главное, вот Саша правильно говорит, надо начать с намордника. Я опять приехала в Киев, захожу в метро, опять намордники все подевали. Вас что заставляет? Мы втроем шли, от начала, как мы зашли и вышли из метро, ни один человек не сказал, оденьте намордник. Вы сами их натягиваете, потому что вы уже привыкли к дрессировке. Вас наклонят поставить раком, вы будете раком ходить. Скажут трусы снять, вы начнете трусы снимать. Или что? До какого абсурда мы должны дойти, Молодец. чтобы вам дошло? До какого абсурда назовите? У каждого свой абсурд. Кому-то изначально дошло, который изначально намордник не одел. Кому-то изначально дошло, и он пытается другим глаза раскрыть. Ребята, спасибо вам большое. Извините, что так эмоционально, просто ситуация уже та, что они взялись за детей. Это самое святое. Я не могу молчать просто. Молодец. Давайте за это святое и за наше будущее, наконец-то, уже отставим все свои вопросы на второй план, потому что эти вопросы для вас будут не актуальны. Поверьте, ваши бизнеса никому нахер не будут нужны скоро. Если вы сейчас не отстоите свое право, все, на этом точка.